Пакистан. По меньшей мере 43 человека убиты и 24 ранены в результате нападения на автобус, перевозивший мусульман-шиитов в морской порт Карачи на юге страны. Официальные лица и свидетели сообщили Радио «Свободная Европа», что вооруженные люди на 6 мотоциклах открыли огонь по автобусу. В стране продолжается насилие на религиозной почве. Премьер-министр Наваз Шариф назвал нападение прискорбной попыткой распространить хаос в Пакистане. В Пакистане вновь открыта школа для девочек. Она расположена в районе Бара в племенном округе Хайбер. В течение 6 лет школа была закрыта из-за угроз со стороны исламских боевиков. Тысячи людей покинули этот район после начала правительственной военной операции в 2009 году. Чиновники сообщили нашему радио, что боевики уже изгнаны из области, и около 22 тысяч семей вернулись в свои дома. Киргизстан. В связи с присоединением страны к Евразийскому экономическому союзу в аэропорт Бишкека-Манас прибыло специальное особое оборудование для санитарных и ветеринарных проверок, которое будет установлено на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Россия выделила на эти цели около $200 миллионов. Киргизстан стал членом таможенного блока на прошлой неделе, присоединившись к России, Белоруссии, Казахстану и Армении. Сараево. В кулуарах инвестиционной конференции, проходящей в боснийской столице, состоялась встреча премьер-министров Сербии и Боснии и Герцеговины. Серб Александр Вучич и боснеец Денис Звиздич обязались объединить усилия для привлечения в регион инвестиций и для улучшения политических и экономических связей. Более 900 бизнес-лидеров и государственных чиновников со всего мира приняли участие в 6-м ежегодном бизнес-форуме в Сараево.